Всем привет! Это шоу Татаркиз. Айнур. Мы будем проверять твой уровень татарского. Звучит страшно уже. Я старалась. В каждом выпуске я буду выбирать какую-то тему и буду задавать 5 вопросов по этой теме на основе материала из сайта EduOnline. Вы тоже можете себя проверить. Обязательно. Вы тоже пишите ответ. На сколько вопросов ответили, вместе со мной. Вот будем с вами соревноваться, кто больше даст правильных ответов. Ссылка на материал будет в описании. Тема — название стран на татарском языке. Вау. Начнем. Первая страна. Как на татарском будет Египет? Эш, ике, бер. Это было легко. Я знаю, что Египет на турецком, знаю как, и думаю, что на татарском также. Это Миср или Мыср. Но вот в турецком, по-моему, Мыср пишется. Это еще и кукуруза, значит. А на татарском? На татарском, по-моему, Миср. Миср. Окей. 1 правильный ответ. Yes, все. Первый вопрос и уже 1 балл. Как на татарском будет звучать название Россия? Эш, ике, бер. Сложный вопрос, потому что все пишут по-разному. Вот я, когда учился, называли все Россией. Угу. Потом начали писать в один момент просто Россия, так и Россия. Сейчас пишут Русия. Есть правильный ответ? Я считаю, что правильно, что ты знаешь оба варианта. И Россия, и Русия. Оба варианта правильные. И второй правильный ответ. Супер. Üçüncü soru. Как на татарском будет называться Германия? Üç, iki, bir. Это тоже очень просто. Опять-таки и в турецком, и в многих тюркских языках Германия называется Алмания. И на татарском, насколько я знаю, тоже Алмания. И я даже читал историю, что это от... были такие племена, алиманы, и с тех пор вот часть каких-то народов называют немцев алманами. А все это значит алисман, типа все люди. Супер! Спасибо за такой подробный ликбез. У нас 3-й правильный ответ. Как на татарском будет Греция? Эш, ике, бер. Греция. Ну давай, греки. Кто такие греки? Они эллины. Может, как-нибудь типа Эллинстан? Эллинстан. Или Эльфастан. Эльфастан, думаешь, они еще и по эльфам прикалываются? Нет, я думаю, что может что-нибудь с эллинами. Нет? Одиссей или там Гомер или Юг. Наконец-то первый неправильный ответ. Юнанистан. Юнанистан? Угу. Ну, кстати, в турецком также? Юнанистан, ну да. Окей, да. В турецком Юнанистан, на татарском можно назвать Юнанстан или как у турков. У меня прям азарт, чтобы 5-й вопрос тоже был сложный. Признаюсь, я бы тут сама тоже не угадала, как на татарском будем называть Эфиопию. Эфиопию? Биш. Окей. Биш. Дурт. Эш. Ике. Бер. Эфиопию. Ну, что мы знаем о Эфиопии? Очень мало. Ну, может, это вопрос с подвохом? Может, так и будет Эфиопия? Это твой окончательный ответ? Ну да, я не знаю, как Окей. Тут надо либо знать просто, либо как-то логически дойти. У меня мало знаний про Эфиопию. У татар есть названия стран свои, либо с теми, с которыми они взаимодействовали, либо как-то вот через другие тюркские, арабские и персидские языки пришли. И как будет Эфиопия? Ты думаешь, я знаю? Я первый раз увидела в материале EduOnline. Эфиопия у нас будет Хабешстан. Интересно. Да, очень интересно. Но важно помнить, что некоторые эти названия в современном татарском языке используются очень редко. Например, тот же самый Хабешстан. Если мы будем так писать, никто не поймет, где это. Поэтому я предлагаю писать Хабешстан и в скобках уже Эфиопия. Потому что Эфиопия уже всем понятно. Но это исторические названия стран на татарском языке, и они раньше использовались в татарском языке. Но мы молодцы. 3 балла из 5, причем 5-й был прям задача с 2 звездочками. На этом у нас все.
Молодцы, если ответили правильно. А ссылка на сам материал будет в описании, как мы уже говорили. Всем пока, сау булгас. Сәлемет булыңыз.